Леонид Дмитриевич признается, боксером себя никогда не видел. Говорит, всегда хотел быть хоккеистом, но со временем и это желание пропало. Так что секции юноша решил не посещать вовсе. И вдруг ко мне ребята там, а мы все на бокс пошли, а мы все на бокс пошли. Какой бокс? Я по маменькин мальчик был, я такой был трусливый. Ну и, в общем, это как-то они меня затянули. Говорит, там ничего не надо, прийти, говорит, попроси разрешения, тебе тут бумажку заполнишь, пойдешь в диспансер, и все, и будешь заниматься. Ну, долго думал, долго, месяц, наверное, не больше. А потом пошло-поехало. 7 побед на республиканских первенствах и чемпионатах. Норматив кандидата в мастера спорта. После тренерская работа. Я не хотел, я не мечтал быть тренером. Также опять судьба сложилась, что не приходит мой тренер, я уже тренировался. И говорит мне: Леня, нужно, чтобы ты устроился к нам на работу. Я говорю, как я без образования, без всего, потому что нет, без всего. Открывают отделение бокса. А в отделении бокса нужно, чтобы было не меньше 2 тренеров. Если будет один тренер, не откроют отделение, а он один работал. Каждому ребенку свой подход – одно из главных правил заслуженного тренера. Только так из детей можно вырастить настоящих чемпионов, таких как Эдуард Захаров, самый известный и титулованный ученик Леонида Дмитриевича. В секцию он пришел в 1985-м, 10-летним мальчиком, а уже через 8 лет завоевал титул чемпиона Европы среди юниоров. Приезжаем в аэропорт, ждем его, он выходит, главное, с 2 кубками идет. Я говорю, я не понял, почему ты с 2-то? Он говорит, вот это, говорит, за 1 место, а это как лучший боксер Европы. Я говорю, ну это вообще. Он выиграл финальный бой одной рукой, можете представить, травмирована была его сильнейшая правая, он практически выиграл бой одной рукой. Сейчас Леонид Дмитриевич на заслуженной пенсии, однако всегда с интересом следит за судьбой спортсменов из Коми. Говорит, бокс для него не просто работа, это самое настоящее призвание, которое останется в крови навсегда. Таисия Жакова, Виктория Науменко, Олег Белькеев, телеканал Юрган, Ухта.